Это новости IT. Почитав ваши комментарии, с сегодняшнего дня в социальных сетях будем прикреплять тайм-коды. Так что теперь есть возможность посмотреть список обсуждаемого и перетащить ползунок на то, что вам интересно. Ну а для наших телезрителей сегодняшние темы выпуска. Как с помощью спецэффектов заставить робота чувствовать. Интернет в ближайшую семилетку появится абсолютно во всех населенных пунктах России. И первый за время нашей программы – обзор на гаджеты. Поговорим о том, как выбрать беспроводные наушники и на какие модели обратить внимание. Поехали! Студия Corridor Digital выпустила второй ролик-пародию на испытания роботов Boston Dynamics. Мы о нем уже рассказывали с технической стороны и том, что он может в реальной жизни. А вот его актерское мастерство обошли стороной. Первое видео студии вызвало в свое время много бугурта. Сцены насилия у людей пробудили чувство жалости к машине, а в сторону испытателей – ненависть. Чтобы избежать подобных эмоций, второй ролик сразу же был обозначен как пародийный. В нем робот Boston Dynamics стреляет по мишеням, другим роботам и людям. Нет, это не проделки Skynet, просто специалисты по визуальным эффектам из Corridor Digital с применением этих самых эффектов вынесли на экран все то, что мы обычно видим в фильмах, но с намеком на реальное будущее. Антропоморфной машине в ролике всячески мешает стрелять по мишеням, пинают, толкают, бьют клюшками. В одной из сцен в конце даже приказывают застрелить своего собрата, четвероногую модель Spot Mini. Робот терпит удары, но последние испытания выводят его из себя. Он стреляет испытателям по ногам и убегает с робопсом под мышкой. Интернет появится во всех деревнях России до 2026 года. Вместе с ним телефонная и радиосвязь, а также средства оповещения о чрезвычайных ситуациях. По данным статистики, всемирная паутина на сегодня недоступна жителям 25 тысяч населенных пунктов в стране. Чаще всего это касается поселений численностью от 100 до 500 человек. Новый закон о связи обяжет создать дополнительные условия для обеспечения деревень интернетом, телефонной и радиосвязью. Планируется, что в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек это произойдет до 2024 года, а там, где проживают 100-250, до 2026. В нашем регионе такая работа проходит повсеместно. Вот и на прошедшей неделе Ростелеком сообщил об охвате оптикой еще одного села в Хангаласском районе. Технология GPON пришла в Актемцы. Технология звучит незнакомо, но на практике ее знают многие. Она позволяет подключать абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится непосредственно в квартиру или же частный дом. Это дает преимущество пропускной способности по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания прокладывают обычный кабель. Чтобы обеспечить Актемцы доступом в интернет, специалисты Ростелекома проложили 21 километр оптики. На сегодняшний день больше 800 домов в селе Актемцы имеют возможность подключить безлимитный интернет со скоростью от 5 до 20 мегабит в секунду, а также услуги видеонаблюдения, интерактивного телевидения и умного дома. К слову, умный дом оборудование довольно-таки дорогостоящее. И, как правило, закупают его в дни акций и скидок. В эти дни по всему миру проходит крупнейшая распродажа – «Черная пятница». По данным статистики мировых продаж, одной из самых покупаемых категорий среди гаджетов являются беспроводные или же Bluetooth-наушники. У нас есть кое-какой опыт в этом вопросе, поэтому сейчас переместимся в другую студию и расскажем об этом поподробнее. То, что сейчас эра беспроводных девайсов и в устройствах все меньше и меньше разъемов, ни для кого не секрет. Но когда начинаешь выбирать Bluetooth наушники, то среднестатистический пользователь не знает некоторых особенностей. В рекламе их нет, в обзорах чаще всего тоже, о чем говорят в первую очередь. Это звук, внешний вид, удобство, а вот какой у них, к примеру, микрофон, стабильное ли соединение, как долго держат заряд, почему-то обходят стороной. Мы возьмем три самые популярные категории. Первая – это внутриканальные до 2000 рублей, накладные до 3000 и накладные дороже 3, но до 10. Почему так, а не иначе? Во-первых, абсолютное большинство не будет отдавать больше 10 тысяч рублей за наушники, а во-вторых, свыше 10 по большей части уже начинается вкусовщина. Качеству они не отвечают своему редко, поэтому сегодня речь не о них. И еще один момент –
Перед тем, как покупать наушники, просите их именно послушать на своем телефоне и с треками, которые вы чаще всего слушаете. Лучше всего знаете. Не все модели дают на тест, иногда вскрытие повредит коробку, но попросить стоит. Если да, то хорошо, если нет, то всегда есть 2 законные недели на возврат. Итак, первая категория. Внутриканальные до 2-2,5 тысяч рублей. Я перепробовал, наверное, штук 20 разных моделей в этом ценовом диапазоне. В принципе, все они звучат плюс-минус одинаково. Одинаково не очень. Это либо режущие верхние частоты, привет JBL T110, Honor AM61, Xiaomi, Redmi AirDots, хотя, кстати, последние сейчас стоят до 1000 рублей, и этих денег, в принципе, они стоят. Либо гулкий нечитаемый звук, как у многих Huawei. Плюс самый нестабильный сигнал именно в этом ценовом диапазоне. Идете вы по улице, телефон в кармане, то есть расстояние между ним и наушником меньше метра. И тут замолкает музыка, потом наушники начинают ее секунды 2-3 догонять, и вроде бы опять все хорошо. Высокая задержка. Смотрите YouTube, и когда человек говорит, сначала открывается рот, и только через какое-то время появляется звук. Заряд аккумулятора в половине случаев оставляет желать лучшего. На фоне всего этого очень сильно выбивается по качеству в лучшую сторону Meizu EP52. Отходив с ними около года, могу сказать, что звук отличный. Немного яркий, не ядовитый, как у остальных, а именно яркий. Очень глубокий насыщенный низ, особенно в районе бас-бочки, хорошо отрабатывают на роке, хип-хопе, современной поп и электронной музыке. Для классической и джаза лучше все-таки поискать что-то другое. Это, кстати, касается и всех наших остальных представителей сегодня, кроме последнего, который пойдет вне зачета. Но вернемся к EP52 кодек aptX. Если телефон поддерживает, то музыка будет передаваться в очень высоком качестве. Актуально, к примеру, для стриминговых сервисов типа Play Music от Google. Водонепроницаемые, удобные магниты, когда вы вынимаете из ушей, они сами защелкиваются у вас на шее, и музыка ставится на паузу. Долгая работа от аккумулятора, 12 часов спокойно, задержки нет. Богатая комплектация – единственный минус. На некоторых устройствах есть прерывание сигнала. Те самые замирания, о которых говорили в начале, к примеру, на iPhone 6s он терялся часто, на десятки. Такой проблемы не было вообще. Скорее всего, суть заключается в версии Bluetooth на самих телефонах. Накладные до 3000 рублей. Без вариантов JBL T450 и T460, одинаковые абсолютно модели. Перед обзором зашел на сайты магазинов в Якутске, во многих сейчас на них скидка, опять же, в связи с Черной пятницей. И можно купить всего за 1500, а так средняя цена около 2500. Много разных цветов, работают также 10-12 часов от одного заряда, звук для этой цены отличный. Замыленный по верхним частотам, но в дешевом диапазоне это скорее хорошо, лучше пусть будет меньше, чем искусственные режущие. Хорошая атака, выдерживают нагрузку на электронной музыке и роке. Там обычно бас-бочка на ударе довольно громкая, и на бюджетных устройствах появляется такой некий хрип, то есть перегрузки динамиков. Подключение быстрое, стабильное. Только когда наушники почти разряжены, сигнал начинает пропадать, а так нареканий в принципе не было. Звук на видео тоже не отстает при просмотре какого-то видеоконтента в интернете. Конструкция крепкая, устойчивая, не слетают. И вот здесь-то и кроется их единственный и основной минус. Очень давящая посадка. Особенно если у вас голова больше средней, как у меня, к примеру, после часа-двух, когда вы их уже снимаете, кровь от ушных раковин будет отливать еще примерно столько же, сколько вы слушали музыку. В обзорах говорят, что они со временем разносятся и будут давить меньше. Нет, будут давить так же. В общем, по всем параметрам топ, но этот момент имейте в виду. Если голова больше средней, слушаете музыку дольше часа, возможно, стоит поискать что-то другое. Их прямой конкурент Sony VH-CH500. Не довелось пользоваться ими долго, по общим впечатлениям то же самое, но показалось, что звук больше подвержен перегрузке по сравнению с JBL. То есть хрипит на мощных треках, но это наушники нашего оператора Владимира, он ходит с ними уже без малого полгода и всегда вставляет свои комментарии. На этот раз мы спросим у него сами. Вова, как себя наушники ведут в повседневной жизни? Ну, на самом деле они довольно-таки неплохие. Правда, не очень удобно сидят на голове. То есть такая же проблема, как у JBL? Да. А по звуку тебя устраивают? По звуку, ну, в принципе, нормально. И заходим на территорию начального дорогого диапазона от 3 до 10 тысяч, без вариантов соотношения цена, качество, звук, функциональность.
Marshall Major 2. Цена в среднем 5000 рублей, здесь начнем с минусов. Сигнал в целом стабильный, прерывается чаще, чем на JBL, но в пределах нормы. Есть небольшое отставание при просмотре YouTube, тоже в пределах нормы, тем более с ними тот же YouTube начинает немного ускорять само видео, и тем самым компенсируется разница. Всех этих моментов лишена третья версия Major 3, стоят они около 8000, звук, форм-фактор, удобства остаются теми же, и переплачивать 3000 я, к примеру, не стал. Будете ли вы, ответьте на этот вопрос себе сами. А вот какого минуса не лишены все накладные Маршаллы, это жесткая посадка на голове. Чуть лучше, чем на прошлых JBL, но все же. Дальше одни плюсы. Звук 10 из 10 за эту цену, ничего не режет, не бубнит, не перегружает. Четкая атака, широкая сцена, слышно почти каждый инструмент. Опять же, не для классики и джаза, но все очень достойно. Возможность подключить по проводу. Отличное решение управления музыкой. Рычажок, как на старых кнопочных телефонах, это единственные несенсорные наушники, которые управляются без помощи телефона. На остальных постоянно жмешь на какие-то не те кнопки. И, внимание, 40 часов работы от одного заряда. На всех вышеперечисленных моделях примерно одинаково хорошая гарнитура. Конечно, не приблизится к качеству эталонного микрофона на проводных Apple'ских наушниках, к примеру, но более чем достойно. Раз уж заговорили об Apple, как и обещали в начале, наушники вне зачета. Самые популярные в мире AirPods. Стоят они сейчас в Якутске в районе 10-13 тысяч рублей, второй версии и без беспроводной зарядки. Все говорят, что звук при прослушивании музыки плохой. Не согласен, он повседневный. Там нет ничего выпирающего, режущего, сверхдолбящего. Просто мягкое, неперегруженное звучание, от него не устают уши. В общем, звук на каждый день. И это единственный девайс из сегодняшних, который одинаково хорошо звучит во всех стилях музыки, удобный, без отставаний, проблем с сигналом нет, но они нужны только если у вас яблоко. На андроиде это балласт. И все фишки с бесшовным переключением, мгновенным коннектом не работают, ровно как и на дешевых копиях. Многие думают, зачем платить в 10 раз больше, если на вид один в один, звук на копиях хуже. С подключением проблемы, отставание есть, с зарядом тоже чудес не бывает, это нужно усвоить. И напоследок скажу, что все вышесказанное это исключительно наш опыт и отправная точка, чтобы вам было от чего отталкиваться и с чем сравнивать. Так что обязательно смотрите другие обзоры, слушайте модели, ведь каждый человек воспринимает звук по-разному, и то, что нравится одним, не факт, что понравится другим. Ну а на сегодня все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Оставляйте свои комментарии, мы их читаем, и иногда, как, например, сегодня, они помогают сделать нашу программу лучше и интереснее для вас. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.